Добрый вечер. Вы смотрите Якутия Лайв. С вами Ирина Ефимова. Пожары, к всеобщему сожалению, никак не утихают. Все силы брошены на борьбу со стихией. Люди трудятся во благо родного края, спасая не только леса, но и родные деревни от огня. И сегодня в гостях у Якутия Лайв эксперт, директор проектов по защите природы благотворительного фонда «Тигрус» Виктор Никифоров. Добрый вечер. Добрый вечер. Виктор. Вот вы давно знакомы с Якутией, в первый раз приехали в 85-м году, как выяснилось, да, 35 лет назад. И не понаслышке знаете о наших трудностях, проблемах, помогаете их решать. Последние несколько лет участились вот пожары у нас в регионе. И как вы считаете, чем можно это объяснить, вот такое серьезное увеличение количества пожаров? Ну, конечно, здесь, так сказать, факторы, я считаю, и, так сказать, известно с точки зрения охраны природы и в природе, что это, конечно, пожары имеют естественный характер. Если мы посмотрим, все природные леса не нарушены, то есть и посмотрим, так сказать, почвенные разрезы, то все, я подчеркиваю, 100% лесов проходят в пирогенную стадию. То есть если их не трогать, они все должны проходить эту стадию пожара. Ну, понятно, так сказать, дерево растет, начиная там с 70-80 лет, идет накопление веточного материала, падает вниз, иголки, сыпется, вырастает маховой покров, и потом, так сказать, в один прекрасный момент, или скорее бывает это природный, там, гроза или что, или, ну, вспыхивает пожар. Конечно, мы так сказать, не можем исключать антропогенный фактор, он тоже может присутствовать, но, конечно, основа – это природный фактор. Ну, то есть это нормальный жизненный цикл леса? Да, это, так сказать, нормальный жизненный цикл леса. Но, как бы, сейчас мы не понаслышке ощущаем влияние глобального изменения климата. Вот некоторые не очень верно говорят, как бы, глобальное потепление. Нет, это термин неверный, надо говорить изменение климата. То есть увеличилось количество катастрофических явлений природы. Засухи, паводки, наводнения, ураганы, бури, метели. Вот. И когда вот эти циклы так, сильной засухи, а по информации, насколько я это владею, последний раз такая со времен, когда велась запись, была 1800 какой-то год, то есть более 140 лет назад, такая сушь. Вот этот как бы цикл засухи попал на такой природный фактор, и вот, так сказать, начинаются пожары. Поэтому... Ну и поэтому горит и Греция, и Турция. О, да, если вы посмотрите, да, мы сводки сейчас вот, я слышал, шел, так сказать, брифинг, и шли цифры по Якутии, ну, в основном неблагополучный регион, вот Якутия, который сейчас занимает 70% всех пожаров в России, и рядом примыкающая Иркутская область, вот такие пиковые, и уже Дальний Кавказский регион, у них там Турция, Греция, а у нас Дагестан проблемы. Вот, то есть, вот сейчас такие две основные точки, то есть не только Якутия. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю программы можно прямо сейчас, позвонив в нашу студию по номеру 841 12 42 14 39, или отправить текстовое сообщение на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp по номеру 8 914 235 0502. Давайте проясним все-таки, почему горит лес, то есть откуда берутся пожары там, где, ну, в принципе, людей нет. Ну, я уже объяснил, что мы не можем на 100% исключить антропогенный фактор. Конечно, какой-то есть. И мы знаем, по Якутии, в тех населенных пунктах, которые вдоль Лены, некоторые сельхозугодия, конечно, еще какие-то. И не только Якутия, другие регионы. Это так называемый пал, сельхозпал, пал, да, вот эти полы известные, да. То есть или брошенный окурок, или... Ну да, что-то может быть, но если вы посмотрите на Якутию, люди просто не представляют, что это 20% территории России, это площадь Индии с населением... Миллиард человек. Нет, у нас-то меньше, у них 1,5 где-то уже почти, а у нас-то миллион, или меньше. Если это люди... немножко ознакомиться с географией Якутии. То есть, так сказать, районы в центре, где еще более население, а так огромное количество территорий вообще, где жителей нету, там ни туристов, ни геологов, ни кого. То есть тут только природные явления.
Мгм. Ну, понятно, что республика у нас очень большая, и порой добраться до места пожара невозможно, потому что там, ну, элементарно нет дороги даже, да? Нет, да. Вот, а можно туда направить, например, самолеты, быстренько потушить эти зародыши? Ну, видите, как, наверное, сегодня нам придется не раз применить опыт нашего, так сказать, Советского Союза, тех навыков и методов, которые были. Так, увы, вот, и, наверное, не знаете цифры, приводится, что при Советском Союзе, то есть самолет, а куда им, так сказать, лететь, там нет ни посадочных полос, ничего. С вертолетом тоже дорого. Каких-нибудь студентов, школьников, рабочих, больших волонтеров должны быть профессионалы. Вот на территории Якутии только одной республики в год Советского Союза было 1500 подготовленных вот таких парашютистов, лесоохранников, пожарных, которые получали круглый год ставки и были готовы вылететь, высадиться. А сейчас это 150, вот, примерная цифра. Вот. То есть, прикиньте, на порядок так меньше. Поэтому вот и, так сказать, ответ, почему не могут вылететь. Это стоит, во-первых, дорого деньги, и это нужны профессиональные люди, не просто как бы желающие помочь, а нужны профессионалы. Мгм. Ну вот мы этот вопрос обсуждали с заместителем министра экологии и природопользования нашей республики Сергеем Севцевым, как раз вот он сейчас брифинг давал, да, и он у нас был на прошлой неделе вот в прямом эфире. Вот мне хочется услышать ваше мнение. Пожилые люди утверждают, что в советское время таких пожаров не было. Все было намного спокойнее. То есть это вот связано с тем, что Ну, вот я уже как бы вот это вот изменение климата, оно не пришлось глобальное, на да. советское время? Или все-таки там понимаете, было больше... вся природа, она изменяет циклом. Есть там циклы 40 лет, есть, так сказать, циклы там несколько столетий, есть тысячелетия, так сказать, условно, там Амстердам было 200 лет холодного периода, и люди катались на коньках по каналам. Сейчас этих льда нету, да. И здесь, как вы сказали, я 35 лет уже езжу в Якутию, ну, почти каждый год. И так сказать, чтобы сильно меняется климат, я не скажу. Какие-то годы холодные, какие-то теплые, какие-то где-то снег, но поэтому скорее вот такое совпадение. И помню, ты летала в Мирный, на севере, где-то летишь, видны огни пожара лесного. Скорее это вот такое, о чем мы в самом начале сказали, так сказать, совпадение естественного пирогенного фактора попало на засуху. Поэтому такой вот. Но если в прошлом году мы еще как-то справлялись своими силами, то в этом году не обошлось без серьезной федеральной поддержки, без усиления добровольцами. Что вообще вот делать в такой ситуации? Ну, так сказать, простые люди, вы имеете, простые люди почти делать ничего не могут. Они могут только соблюдать какой-то режим и какую-то осторожность поведения на природе, там, не делать полы, там, не трогать костры. А так понятно, нужна техника, и нужны обычные люди. Это первое. А вот второе, сейчас, я подчеркиваю, мы большей части работаем в режиме онлайн, так сказать. Вот уже есть большой пожар, он тут разгорается, успели потушить, нет, и так сказать, действуем. А в принципе, чтобы уменьшать такой эффект, нужно прогнозировать, нужно какие-то предупредительные меры. Все, сейчас наука не стоит на месте, это мониторинг, это будет сокращать, так сказать. То есть нужно стараться гасить пожары на первичной стадии. Вот я напомню, что в Советском Союзе было 8,5 тысяч парашютистов по России, и до 70% пожаров гасилось на первой стадии. То есть у нас есть отличный опыт. Вот. Ну, если в советское время были парашютисты там специально обученные, да, то сейчас этим парашютистам наверняка там по 70 лет уже. Да, вот сейчас где же их взять-то? Вот, Ирина, как-то реакция, вот я слышал, я сейчас в Республике Саха был на брифингах, и ходил и на правительственные брифинги, и
так сказать, лесоохраны я слушал, так сказать, и как бы принято решение, что будут созданы вот в регионах мощные, так сказать, центры, ну, может, не так, в самом Якутске, но в самом Якутске я слышал, что Но вырастет, увеличит. Арсений Сергеевич Николаев, он количество. предложил, да, глава республики, предложил создать такой в республике лесопожарный центр, именно республиканский. Ну, как я понял, что будет, так сказать, региональный, но вот сама, так сказать, группировка Якутский или будет усилена там, на несколько сот человек, и будет такой вот, мобильный центр, который сможет работать на территории Якутии, Иркутской области и прочее. То есть уже как бы мы понимаем, что теми силами, которые есть, эту ситуацию удерживать вообще. Сейчас невозможно. Да, невозможно. То есть надо, то есть мы уже, так сказать, реалии новые, так сказать, реалии новые, да, мы не можем удерживать, надо, так сказать, нужно быть готовым, и так нужно уметь предотвращать. То есть, получается, если будет такой центр, то, ну, допустим, в последующие годы мы сможем такой ситуации не допустить. Или как? Если я говорю, то есть центр не только, так сказать, ликвидации, а мы должны усилить работу по прогнозированию, как вот, так сказать, где мы уже понимать, где мы будем тушить. Потому что есть же данные за последние, так сказать, 10 лет. Понять, где антропогенный фактор, если есть. Анализы провести уже более-менее доказано. В каких районах более-менее есть. Можно посмотреть карту лесов, где уже стоят перезрелые леса, там, где потенциально. То есть какой-то сократить работы аналитической, быть, так сказать, готовы. Где-то завести, допустим, кроме средств, там, завести там бензин, керосин и прочее. Ну, чисто такие вопросы менеджмента, которые нужно, да. Еще вот от стариков я слышала такое мнение, что раньше, ну, поскольку отапливали дровами, да, естественно, люди, жившие в деревне, они вычищали весь сухостой, да, все вот это стапливали в печках, а теперь у них там газ, лес никто не чистит. И вот и также косили раньше, допустим, весной, так еще не тянули. Сейчас, сами знаете, большое количество заброшенных полей и сенокосов, которые зарастают кустарниками, да, вот это тоже элемент. Но все равно все это касается вот этой достаточно небольшой в пределах республики зоны, где проживают люди. Все же вся территория нужно быть готовым к использованию больших профессионалов и лесоохраны. То есть туда волонтеров не пошлешь. Волонтеров вот сюда, когда к селам, когда уже подошло, когда уже понятно, что уже тут отступать некуда. Ну, понятно, что у специалистов по пожарам есть своя классификация природных выгораний, они просчитывают разные риски, ветер, скорость распространения, и потом уже принимают решение о том, как будут действовать. Вот какие пожары точно надо тушить и чем при этом специалисты руководствуются? Мы так сказать, не говорим, что если там какой-нибудь есть отдаленный участок, какой-нибудь в Верхнеянском районе или еще где-то, который там горит, и мы смотрим, что вроде там на этом участке рядом там есть какие-то ручьи, населенных пунктов нет, есть там какие-то преграды, естественно, речки, ручьи, так, ну и бог с ним, можно эту оставить зону в покое. Ну, конечно, прежде всего, те, так сказать, объекты, те пожары, это, как говорится, как масса, надо вокруг населенных пунктов, вокруг объектов, там, электростанций и прочих, которых надо просто сохранить. Или же мы должны учить, мы сказали, окей, это природный эффект, может там пожары пройдут, прогорит там или низина, верховой, там природа довольно быстро потом восстанавливается. Ну вот мы пролетали Мирный, там не напрямую, и вылезали, допустим, западные улусы, и где-то дыма уже за этот день пребывания, одежда пропахла дымом, когда в Якутске. Понятно, то есть это сказывается не только на природе, а на здоровье людей, на работоспособности. Конечно, мы такие учитывать должны еще как фактор воздействия на людей, не только на природу, на животных, но и чтобы быть здоровы. Вот такие объекты. Ну вот нам на WhatsApp, кстати, пришло сообщение про пресловутые эти весенние палы. Причем Минэкология запретила весенние палы, и теперь то, что накопилось за годы запрета, сейчас горит. Пусть останавливают теперь сгоревшие деревни, что впредь такие законы не издавали.
надо палы до 20-х чисел мая обязательно устраивать. Но здесь надо искать, так сказать, компромиссный вариант, потому что смотреть, где какие угодья, надо, чтобы и не гибли, допустим, птицы гнездящиеся. Если это старые сельхозугодья, там нет, то, наверное, можно. То есть это под контролем, потому что это отжиги, есть же отжиги, есть так сказать, провокационные полы, которые люди сами поджигают лес. То есть так вот сказать, однозначно полностью запретить нет, надо более-менее вести аналитическую работу и смотреть. Но вы вот как специалист, какую оценку можете дать происходящему? Вот насколько критична эта ситуация? Потому что Какая сейчас ситуация? Вот если вот я так думал, как бы сравнить с такими-то военными действиями. Сейчас мы как на военных действиях, где там сводки, самолеты, кидаются резервы. То есть сейчас республика держит такую тяжелую, проводит оборонительные бои. Вот она, так сказать, не наступает, она сдерживает пожары. Все кидаются силы, средства. Сейчас в стадии такой затяжной обороны. Вот сейчас, вот так сказать, нынешняя стадия. Пока удерживает. Это тяжело. Я успел посмотреть, как люди работают. Там 2 месяца. Молодые ребята, так сказать, из семей, так сказать, из 5 регионов. Там, часто там таскают воду на себе, там все это тяжело. То есть вот сейчас все силы кидаются и набирают добровольцев. Ну, то есть вот почти военные действия. Ну, когда это кончится, ну, мой прогноз через месяц где-то. Вспомните не так давняя история, 10 лет назад в Москве, ну, 10-й год. Когда все дымом заволокло? Да, всю Москву. Горели торфяники, и Москва, там, Кремль, и все было в дыму. Люди там кашляли, чихали, закрывали окна. Это было... Ну, как у нас. Но прикинь, Москва, где, так сказать, 15 миллионов, где миллиардные бюджеты. Если дыму, так сказать, затягивает Кремль, то кидалось все ресурсы. Чем это окончилось? Мы дождались осенних ливней, Да. и тогда потухло. Вот мой, так сказать, ответ, что прогноз, скажем, если это раньше постучим, будет хорошо, но я думаю, что через месяц, когда, так сказать, начнется, все же природа березовое было жаркое лето, но после лета наступает осень, дождь. Так иначе пойдут. Вот они. А вот эта технология искусственного вызывания дождей там. Нет, она, да, конечно, на месте не стоит. Как я понял, летают самолеты, и от них реальная польза. Но вот сейчас, как я понял, проблема, что такое ясное небо, что им нужно тоже. Да, им нужно найти почву, на которую распылить этот реагент, чтобы пролился если дождь. Если ее нет, то есть это стоит недешево, и так просто выстреливать в небо эти там тысячи или сколько там, сотни тысяч рублей нельзя. Но в будущем, конечно, какие-то элементы, может быть, не на всей территории Якутии это дорого, а вот таких участков, когда рядом с какими-то жилыми постройками, вот тут, конечно, надо уже всеми силами стараться. Вопросы к нашей сегодняшней программе были подготовлены совместно с нашими коллегами из Центра управления регионом. Коллеги отобрали самые актуальные вопросы для нашего гостя о природных пожарах в социальных сетях. Давайте поговорим об особо охраняемых природных территориях. Их у нас в Якутии очень много. И правда ли, что их начинают тушить быстрее, чем обычный лес? Ну, Или зависит от их, так сказать, во-первых, очень это много. Мы об этом тоже забыли сказать. Но они есть разные как бы территории. Если там где-то ресурсный резерват или сейчас далеко-далеко заказник, ну это ладно, это не первая очередность. Но есть, допустим, Ленские столбы, это, так сказать, уникальный федеральный объект, который находится рядом, относительно рядом с городом, который получил первый в Якутии статус, один из немногих в Сибири статус всемирного природного наследия. Это ЮНЕСКО, куда приезжают туристы, то если там прогорит вот эти уникальные ландшафты, конечно, останутся скалы, останутся станцы, а лес выгорит. И мы, приедут туристы, а мы им скажем: ребята, ничего, через 100-150 лет
вырастет опять лес. Я думаю, они нас не очень поймут такую оценку, поэтому вот нужно все силы, конечно, да, так, бросить на это, чтобы такие самые уникальные участки природы, которые имеют, кроме природной, еще и эстетическую ценность, конечно, нужно в первую очередь сохранять. Но ведь и животные тоже страдают от пожаров. Я так понимаю, что ваш фонд как раз занимается охраной Да, да, этих конечно, да. животных. Ну, да, страдает, конечно, если, допустим, ну, тоже зависит от масштабов огня. Если огонь небольшой, большая часть животных может там уйти, переместиться, конечно, гибнет. Если большой фронт, то ориентировка теряется. Если там какие-нибудь весенние, в мае или это в июне, когда идет фронт или там пожар верховой, то те, которые птицы на гнездах, птенцы, понятно, гибнут, или там гибнут там мелкие млекопитающие. Конечно, это урон. Но тут тоже зависит от скорости прохождения пожара. Там отличаются термины «выгорело» или «прошел», то есть пошел быстро. То есть пожар. Площадь пройденной огнем, Пройден, но это не значит совсем всё, равно да, тому, что все выгорело. Конечно, да, конечно, все это наносит ущерб природе, хоть, потому что зависит от масштабов. Конечно, для животных это не очень, так сказать, хорошо. Ну вот я услышала, что, значит, пока все-таки ливни не пройдут, все это будет... Ну да, и что это было. Или... А в других странах вот какие-то, может быть, есть другие технологии или все то же самое? Не, ну, самый близкий пример, допустим, Австралия. Вот. Многие меня спрашивают, не приводят. Я активно, так сказать, пишу свою страницу в Инстаграме, и мне там пишут: Виктор, а вот смотри-то, Австралия. Посмотрим Австралию. Я специально проверил площадь Австралии, она где-то 2,5 раза больше Якутии. Ну, в Якутии 1 миллион, в Австралии 26 миллионов населения. Не самая бедная страна, которая входит в эту семерку-восьмерку, которая там и транспортная сеть удобная так, вокруг острова или там, материка. И что мы видим, так сказать, вот, 19 год, все были в шоке, когда показывали карту Австралии, пожары при всех нанотехнологиях, при всех там деньгах и прочее, почти вся Австралия выиграла. Там парки национальные горели. Вот природа берет свое. Смотришь, у меня знакомые там в Калифорнии, там тоже не самая бедная страна, и большие деньги на пожаротушение. Вот они могут удержать, когда верховые пожары, когда со скоростью там 20-30 метров в секунду улетает, как бы, какие технологии не удержишь. Поэтому такие катастрофы. Ну, то есть все-таки стихия есть стихия, да? Стихия есть там стихия. Наверное, так сказать, Австралия тоже сделала выводы, мне кажется, как после таких. Ну, стихию, так сказать, что вот у нас, так сказать, хуже всех мы не можем держать. Нет, так сказать, вот Австралия больше, так сказать, горела. И еще такой важный вопрос, вот, ко мне пишут, вот люди не понимают масштабы, говорят, там, вот, Виктор, нужно спасти животных. Я говорю, ну как мы можем спасти? Они говорят, ну вот, так сказать, Австралия, там погибли, или вот есть там кадры, всем известно, что какой обожженный зверек, там коала, вышел там на дорогу, или там их несколько, и, понятно, добрые люди их там лечат, какой-то ожоговый центр. Почему мы так не можем сделать? Я говорю, а вы не знаете, сколько этих животных там погибло в центре, где были эти огненные пожары, и туда никто. Это вышли на периферии, конечно, так сказать, здорово. Я уверен, что есть какой-нибудь там раненый какой-нибудь там косуль, олень, там кто, неважно, выйдет к какому-то населенному пункту. То люди спасут? Конечно. Так сказать, то есть к нему люди несут по-доброму, но как вы представляете, где-нибудь там за сотни километров, если здесь там горит, и здесь надо людей спасать, а мне пишут, так сказать, без шуток, нужно туда полететь и скинуть корм туда, подкормку и воду.
Говорит, я понимаю, добрые люди, но как бы вот, но это... Как, но как, это- как себе это представляете? ну как, вообще? да. Я только за, я, так сказать, за, Нет, чтобы... ну и потом одно дело, представляешь себе там маленького безобидного коалу, который вышел из ну леса, да. а другое дело, там, не знаю, ну, у нас бурый медведь погорит и... Не, если он, ну, просто как бы надо, так сказать, реально оценивать тут масштабы, да, и так и А какие-то как вы выводы. оцениваете вот работу по тушению пожаров, которая сейчас у нас проводится? Ну, из тех, что, как я сказал, что сейчас те силы, средства, конечно, стараются делать все, что могут. Вот. То, что я сам видел, да, то есть, конечно, люди пытаются спасти и работают на пределе сил. То есть люди это работают на пределе сил. Это не означает, что может быть, так, как бы, не были выполнены там прогнозы, и, так сказать, можно было, и, может быть, каких-то в отдельных селах или районах руководители не такие оперативные, тоже все зависит от людей. Где-то более сильные руководители, где-то более слабые. Но все, так сказать, население, это как люди отстаивают свою природу, свои дома, так сказать, такого, что там пускай горит, нет. То есть, как бы, республика, я сказал, вот, в режиме тяжелой Обороны? обороны держит охрану, защиту от этой стихии. Вот как бы мой такая оценка. Ну, давайте немножко отвлечемся от грустной темы и поговорим о защите животных. Какие вот сейчас программы у нас на территории как вы знаете, я действуют? представляю фонд «Тигрус». Он был создан лет 6-7 назад. «Тигрус» — это, так сказать, название «Российские тигры». Так, это большой ресторанный холдинг, большое количество ресторанов, там 30-40 в разных регионах. И поэтому первая идея, мы начали с тигров. Якутия, конечно, в какой-то мере имеет отношение к тиграм. Знаете, известная история. В 1905 году единственный тигр Да, сошел. До сих пор он у нас в музее В стоит. музее, да, там пришел на Усьмайский район, и там местные жители, что за чудище, долго его там, бедного, ловили, там, Целую экспедицию. целую экспедицию снарядили. поймали его, там, убили как-то там, конечно, это далеко от региона Хабаровский край, где мы работаем, то самый северный в мире, группировка тигров, Анийский национальный парк. Но как у нас пошли дела получше, и мы как бы и в холдинге, и в фонде мы решили расшириться на предохранные объекты по другим регионам, взяли просто как бы себе миссию не только тигра, а сохранение диких природных экосистем Сибири и Дальнего Востока. И выбрали так, с модельной территории, сейчас есть проекты по белому медведю, это совпало и с моей давней работой. Вот, Республика Саха по белому медведю, там с какого-то 1909 года, заповедник Медвежьи острова, и с тем, что мы открыли в Якутске вот наши так, новые рестораны. То есть у нас есть база стратегические, у нас отличные отношения и с Министерством охраны природы, с министром, с Хамином Милановичем очень тесные отношения. И сейчас мы увлекаем парк Тоскленские столбы, который параллельно ведает этим. То есть большие Ну, вот я перспективы. знаю, что вы лично принимали участие в операции по спасению медвежонка. Да, это старая еще история с Колыманой, когда я как бы так сказать, вас конкурировал, я был первый человек, которому они позвонили по спутниковому телефону, вот Федор Яковлев, Георгиевич Руслан, говорит, Виктор, что делать, вот, поймали 5 минут, что мне вот нету мамы, да, куда, я говорю, да, сейчас, подождите, будем звонить Росприроднадзор, будем стараться переправить, так сказать, заповедник Дойду. Ну, сейчас, видите, я с большой радостью приезжаешь уже. Колымана второй раз стала мамой. Да, как бы жалко, конечно, что животные изымаются из дикой природы, но вот это... Ну, с другой стороны, она бы там погибла ведь? Погибла, конечно, да. Это весна, это нету шансов выжить. Это, без мамы. Мы такое делаем, вот я просто хочу показать зрителям. Такой Детский журнал. В всех ресторанах, да, всем раздаем. И вот я вообще могу оставить там.
специальные вот, статьи про Медвежьи острова и про, кстати, статья про пожары, про леса Якутии, как-то мы предвидели. Так что я вам оставлю в конце журнала. Хорошо, спасибо. Ну что ж, спасибо большое, что пришли к нам в студию, согласились ответить на наши вопросы. Желаю Спасибо, всегда рад. успехов в вашем деле. А мы все очень надеемся на то, что в Якутии пойдет дождь, который поможет огнеборцам справиться со стихией. И, наконец-то, мы сможем сказать, что в Якутии больше нет природных пожаров. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.